Летом во время обострения пандемии в сфере оказания услуг произошел сбой. Ближе к августу наблюдалось замедление активности. Народ ожидал, кто придет к власти на выборах. Эти месяцы были проблематичными. Они не дали возможности выровнять ситуацию предыдущих месяцев, когда был введен карантин. Так считают эксперты в области экономики. В течение всего года покупательская способность населения упала, и бизнес ощущал снижение продаж. За первое полугодие этого года, по данным Статкома, уже было больше ликвидированных предприятий, чем созданных. Это вот по созданным рабочим местам. В целом, количество созданных рабочих мест где-то на 36% за первое полугодие 2020 года снизилось по сравнению с прошлым годом. В период пандемии защита конкуренции должна быть направлена на обеспечение доступности лекарственных средств и медицинских изделий. Главное – справедливые цены, внедрение справедливых тарифов на территории ЕАЭС. В первую очередь мы хотим, чтобы наши действия по защите конкуренции имели ощутимый положительный социальный эффект. Количество созданных рабочих мест на 30% снизилось в первом полугодии 2020 года по сравнению с предыдущим годом по официальной статистике. Выход есть. Необходимо дать возможность освобождения от налогов для малого и среднего бизнеса. По словам экономистов, важно оставить деньги у населения, тем самым повысив покупательскую способность. К сожалению, налоговые льготы не были применены, сказали эксперты. Основной механизм антикризисных мер свелся к льготным кредитам, но этого недостаточно. И в этой связи мы в своих предложениях к антикризисным мерам правительства постоянно говорили, что нужно все-таки дать определенное освобождение от налогов для малого и среднего бизнеса, для наиболее пострадавших отраслей экономики, потому что важно оставить деньги на руках у населения, чтобы была покупательская способность. Важно повышать покупательскую способность. То есть не собирать эти налоги и потом не выдавать в виде льготных кредитов, а влить их в экономику. Бизнес ожидает стабильности от предстоящих выборов, когда придут не временные, а постоянные руководители госорганов и начнут реформы. Бахтылык Гульчуманов, Гульчоро, Казымкулов, Нью ТВ.